Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. На минувшей неделе состоялась прямая линия главы Сосногорского района. Жители муниципалитета активно воспользовались возможностью задать волнующие их вопросы. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. К службе готовы. В Сосногорске отметили всероссийский праздник. У нас на районе. В Доме культуры «Горизонт» прошел фестиваль КВН среди молодежи. Музыка детям. В Сосногорском районе продолжается реализация муниципального проекта. Задать вопросы главе Сосногорского района и услышать на них ответы, что называется, из первых уст, представилась возможность жителям муниципалитета. Что спрашивали сосногорцы и какие ответы получили, подробнее в нашем материале. Вопросы, заданные главе, касались многих сфер, но все-таки большая часть относилась к ЖКХ. Помня о прошлогодних проблемах с очисткой городских улиц от снега, горожане поинтересовались, не повторится ли ситуация в этом году. Тем более, что зима началась очень активно, и на прошлой неделе снега выпало много. Сергей Дегтяренко пояснил, что на сегодняшний день контракт на обслуживание дорожной сети заключен с Сосногорским спецавтодором. Контракт у нас с ним действующий, контракт до конца апреля месяца, поэтому зимний период, я надеюсь, да и подрядчик нас в этом заверяет, что мы проживем без тех коллапсов и эксцессов, которые у нас произошли в прошлую зиму. Еще один вопрос, который волнует жителей – количество беспризорных собак на улицах населенных пунктов. На эту тему было сразу несколько звонков. Отвечая на них, глава отметил, что в муниципалитете эта работа ведется, и ведется она в рамках федерального законодательства, которое предписывает отловить животное, стерилизовать его и выпустить обратно. Понятно, что от таких действий количество бездомных животных на улицах пока не уменьшается. Но, к сожалению, других полномочий ни у местных, ни у региональных властей нет. В свою очередь, муниципалитет, чтобы как-то изменить ситуацию, направил ряд предложений на республиканский уровень. К этому процессу активно подключились и общественники. Так, например, на прямую линию поступил звонок от активистки зоозащитной организации «Дорога домой». У нас есть действия, есть предложения, мы хотим поступить. Наталья Владимировна, приходите, я с удовольствием с вами вас послушаю и обсудим эту тему. Для нас эта тема тоже очень злободневная, и любые варианты и пути решения этой проблемы, естественно, нас волнуют. Был задан вопрос и по освещению в железнодорожной части города. Жители отметили, что дополнительный свет на пешеходных переходах несколько улучшил ситуацию. Однако в очередной раз посетовали, что темно даже на основных улицах, не говоря уже про второстепенные. Не секрет, что эта проблема существует уже не один год. И связана она с тем, что данная сеть уличного освещения не является муниципальной, а принадлежит ОАО «РЖД». Однако, сказал глава, наконец-то этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Мы сейчас, проект договора уже подготовлен с РЖД об аренде мест на столбах, будем менять светильники. Что касается улицы Оплеснина, в следующем году, уже буквально следующим летом, да, мы будем по улице Оплеснина, по четной стороне, разрабатываем проектно-сметную документацию и за счет средств муниципалитета будем там строить линию по освещению пешеходной дорожки. Начнем с Оплеснина и продолжим это далее по другим улицам железнодорожной части города. Любители скандинавской ходьбы, облюбовавшие обновленный стадион «Локомотив», поинтересовались, будет ли производиться очистка беговой дорожки в зимнее время. В данный момент рассматриваются варианты, как это можно сделать, не повредив новое покрытие. Всего за час, пока шла прямая линия, было задано 1,5 десятка вопросов. И, как показывает практика, такой формат очень востребован жителями, так как на все поступившие звонки были даны подробные разъяснения. Глава уделил внимание не только общественным темам, но и частным ситуациям, дав задание профильным службам разобраться в каждом конкретном случае. Елена Двожик, Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. 15 ноября в России отметили День призывника. Молодой, но уже полюбившийся в народе праздник посвящен всем мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет, которые по законодательству Российской Федерации подлежат призыву для прохождения службы в вооруженных силах. В Сосногорске в этот день в Доме культуры «Горизонт» собрались студенты технологического техникума, чтобы посмотреть военно-патриотический фильм. Я считаю что ребятам полезно много узнать про армию. В общем, армия дает много.
навыки, военная подготовка, политическая подготовка. Я считаю так. Я сам служил годы 90-92, и для себя я много чего от армии взял. Студенты техникума к мероприятию отнеслись серьезно и с нетерпением ждали начала фильма. Скажи, пожалуйста, считаешь ли вообще полезным служить в армии сейчас? Ну, на данный момент, конечно, считаю. Чем? Почему? Ну, человек как бы становится мужественнее, потом и свою родину защищает, во-первых. А так, не знаю, опыт пригодится какой-нибудь. Может, по военной карьере потом пойти. Просмотр вызвал живое обсуждение студентов и чувство гордости за свой народ. У студентов появилось желание пересмотреть фильмы о войне и поделиться историями из семейного архива о подвигах своих родственников. Уже не первый год в Сосногорском районе реализуется проект «Музыка детям», главная задача которого – художественно-эстетическое воспитание детей. На минувшей неделе в его рамках в стенах гимназии при главе Сосногорского района юные сосногорцы представили музыкальный спектакль «Похитители красок». Муниципальный проект реализуется в тесном взаимодействии с образовательными организациями Сосногорского района, детской школой искусств, гимназией, домом детского творчества, центром дополнительного образования детей поселка Нижний Одес. Мероприятие направлено на повышение культурного уровня наших юных гимназистов, юных начинающих артистов. Это повышает культуру всех деток и родителей, приучает их смотреть на других, ходить, хоть маленький, но театр. Также мы учим детей проявлять творческие способности и навыки. Участниками мероприятия стали учащиеся начальных классов и воспитанники дошкольных образовательных учреждений. В основу спектакля лег мультфильм «Похитители красок». По сюжету в один день наш яркий и красочный мир обесцветился. Все вокруг стало серым и безжизненным. 1, 2, 3, 4, 5. Начинаю колдовать. Забудьте, где вы, кто вы, куда идете и откуда пришли. Вызов темным силам бросила самая обыкновенная девочка Маша, отправившаяся в далекое и опасное путешествие. Ей предстояло встретить множество сказочных существ и выяснить, кто же из них действительно хочет помочь, а кто лишь притворяется другом. Тебя ждет долгое и опасное путешествие в сказочный лес. Сказочный лес? Да, лес тут совсем непростой, полон самых разных сказочных жителей. Как отмечают педагоги, такие творческие мероприятия дают детям нравственные понятия, доброты, отзывчивости и сопереживания, а также формируют позитивное отношение к окружающим, воспитывают чувство прекрасного и помогают видеть красоту во всем. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. Говорят, что 5 минут смеха продлевают жизнь на 1 час. И если это действительно так, то те, кто в минувшую субботу побывал на игре КВН на приз главы муниципального района Сосногорск, увеличили свою жизнь как минимум на сутки. В этот день со сцены городского дома культуры сыпались шутки как от школьников, так и от студентов Сосногорска. В фестивале юмора приняли участие команды кадетской и 4-й городских школ, а также студенты Сосногорского технологического техникума. Выступления оценивались строгим жюри по бальной системе. Учитывалось и поведение болельщиков команд в зале. Это помогало набрать дополнительные баллы за игру. Я впервые, конечно, на таком мероприятии, и пока еще не могу сказать, что я от него ожидаю, но, наверное, море юмора, потому что в наши сложные будни рабочие так не хватает улыбок на лице, смеха. Ну и, конечно, мне очень импонирует то обстоятельство, что в нашем городе проводятся такие мероприятия, когда есть возможность в выходные дни занять школьников. Юные КВНщики соревновались в 3 конкурсах: визитная карточка, разминка и музыкальное домашнее задание. Искрометные шутки, интересная подача и нешуточная борьба за победу – именно так можно было охарактеризовать эту игру. Поскольку игра посвящена юбилею района, соответственно, и те темы, которые мы поднимаем в своей программе, тоже посвящены юбилею района. Интересные экспромты и подготовленные шутки в точку жюри фестиваля и зрители оценивали бурными аплодисментами и высшими оценками. По результатам игры на 3-м месте студенты СТТ. Серебро забрали кадеты, а 1-е место в копилке у ребят из 4-й школы. Перед тем, как начать, я хочу обратиться к жюри. Слушайте, нам очень нужно 1-е место. Нам физрук сказал, что если мы победим, то нам 5 в четверти поставят. Сами понимаете, никак без этого, ребят. В
Факультет социальных бездельников, а именно так называлась команда 4-й школы, забрала и гран-при главы Сосногорского района. Все команды выразили надежду, что игры КВН продолжатся и в следующем сезоне. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Павел Дурников, Вести Тимана, Сосногорск. В минувшую субботу в клубе единоборств «Гладиатор» прошло первенство спортивной школы Сосногорска по дзюдо. Организаторы соревнований посвятили его 40-летию района. Среди участников юноши 2002-2012 годов рождения, а также девушки 6-11 года. Всего около сотни спортсменов, представляющие как секцию дзюдо, так и секцию рукопашного боя. Также в первенстве приняли участие ребята из Центра детского и юношеского творчества города Ухты. По результатам первенства в копилке спортсменов секции дзюдо стало на 26 медалей больше. По словам тренера Анастасии Савиной, впереди у ребят подготовка к турнирам как республиканского, так и российского уровня. А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. После не по сезону теплого климата произошло резкое похолодание, связанное с вторжением холодного арктического воздуха. Повсеместно среднесуточная температура воздуха будет на 10-17 градусов ниже климатической нормы. Самый морозный период придется на вторник и среду. В эти дни температура воздуха понизится до минус 31 градуса. В среднем днем минус 8, минус 10. По ночам минус 21, минус 28. На этом пока все. Новая информация в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.